Правда, кудрявые. Так, здесь письмо Леонида. Да, Роман? Да, это Твоего что я отца. родился. Какого года? Февраль 77 года. 23 февраля 77 года. Город Куйбышев. Сколько было тебе лет? Я только родился еще. Мне было 20 дней, еще 19 дней. То есть он вот бабе Лизе пишет письмо. А в каком году Леонид работал в Литкольде? Не могу сказать точно. Где-то это было тоже 88-й, или он в Куйбышеве был? Нет, в 87 он был здесь. Уже он там с 80-го, наверное, был здесь. Когда мне 3 года было. Он закончил и приехал в СПК. Всю мебель. И тогда вот у нас тут получилось, в соседнем зале у нас еще не было зала самоцвета, и мы оттуда все привезли, автофургон я заказывала, и обстановку вот эту, это были 90-е годы, еще не было цветной фотографии, остались черно-белые фотографии. И ездил с нами Леонид Прометеевич Нюрчем, Прасковья Ивановна, вот я. А потом мы к вам приехали и пили чай. Вы нас ждали с очень богато накрытым вкусным столом. Да, уже не помните. Но тем не менее это было. Ну все равно стилизовано, похоже. Да, У меня похоже. такая фотография, как у Прометея Не Ивановича. обязательно же, Ага. уж прям все досконально. Ну вот самовары в то время такие И были, стол да. там круглый был у них, да. Немножечко такой. Самовары кто-то унес из Нюрчина. Вы знаете, я так удивилась, когда была в Вильгардском музее, и там в каком-то интерьере стоят шахматы, и экскурсовод говорит, это шахматы из Нюрчинского дома. Я, честно говоря, там промолчала, хотела потом поговорить с директором музея, но до сих пор не поговорила. Вот в этом каталоге, который вот сегодня, ну, сборник документов и материалов, есть как раз, ну, как бы обращение Прасковьи Ивановны по поводу вот этого музея, чтобы его сохранили в том виде, в каком он был при жизни Прометея Ивановича, и там она объясняет и рассказывает, что где стояло. Потому что когда его в 2004 году открыли, она чуть в обморок не упала. Там понавесили стенды, которых не было. Стенд можно было какой-то повесить вот в Посванче, вот в этой холодной части, и то не обязательно. В мемориальных домах не вывешивают никакие стенды. И Там был главное показать ту атмосферу, в которой творил, в частности, Прометей Иванович. Правильно? Вот такая творческая должна быть атмосфера. Вот говорят, что в литературных, грамотно построенных музеях ручка с пером стоит именно на том расстоянии от руки того писателя. Столько что тонкостей. Именно на этом расстоянии он мог дотягиваться и успевать записывать свои мудрые мысли. И здесь тоже вот вся атмосфера, он же Прометей Иванович там и родился, там и умер. По сути дела, он не расставался с Нюрчем всю свою жизнь. Сюда только как бы приезжал. А родным домом он всегда считал Нюрчем. И очень важно, чтобы вот это все сохранилось. Но, к сожалению, сегодня превратили Дом культуры, Дом-музей Чистолюбы. По сути дела. Да, я вот недавно видела фоторепортаж оттуда, и там сделали какие-то стенды новые показать. Ну, собственно говоря, я даже знаю, какие стенды. Вот проявилась внучка, внучатая племянница, вот картина Стручкова Алевтина, и она привезла картину сюда, чтобы сделать выставку. И почему-то, ни с кем не согласовав, в Нюрчевском доме вывесили вот эти картины. Пускай бы в Доме культуры их показывали, причем здесь это вообще не. Нет, Прасковья была бы недовольна. Очень недовольна. Она даже недовольна была от того, что дом-то покрасили краской. Да, речь шла о бесцветном. Да, бесцветном.
Цветом надо было сохранить, чтобы вот первоначально нет, но он не было вообще. Ага, вы составили какой-то список первоначальный?